Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. Новая порция Аслан на канале Реалити. Сегодня 14 апреля 2022 года, 18:00 по Берлину и 19:00 по Джохару. Приветствую вас, друзья. Сегодня тоже решил записать стрим, пообщаться с вами, ответить в силу своих возможностей на ваши вопросы, ну и обсудить текущее положение вещей, дел, происходящих в Украине, в первую очередь, конечно же. Война в Украине, которая сейчас началась, это война, которая изменит весь мир. Так, Ури Машволь, Крупер, Машволь, алейкум ассалам, массерга. Так, давайте, знаете, хотел начать свой стрим, как обычно, с отчета от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. И я расскажу не только о потерях фашистской России, но также расскажу и вообще о чем думает и что пишет Генеральный штаб. Ну, давайте по традиции уже сложившейся, я сообщу о потерях фашистской России, о демилитаризации России, которая идет по плану в Украине, фашистской России. Итак, танков вообще всего уничтожено человек личного состава около 19 900 единиц, танков 753 штуки, боевые бронированные машины 1968, РСЗВ 122, 2 штуки, ППО 160, вертолетов 144, самолетов 160, автомобильной техники 1437 единиц, корабли, лодки, фрезы 7 единиц, баки, топливные баки 76 штук, БПЛА оперативно-тактического уровня 134 штуки, спецтехника 25 штук, установки ОТРК, мобильной системы СРБМ 4 штуки. Данные становятся более точными, расчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Данные обновляются, расчет осложняется высокой интенсивностью. Удары оккупантов, бейте оккупанта, вместе мы победим, наша сила в правде. Ударе оккупанта, давайте победим вместе, говорит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в чем мы его целиком полностью поддерживаем. Также известно, что я этот сегодняшний стрим хотел назвать «Москва пошла на дно». Как известно, украинцы после того, как получили от англичан корветы, они, по-моему, называются, противокорабельные ракеты, нанесли урон кораблю «Москва», фашистскому кораблю. Их у русских не так много, и все еле-еле там, душа в теле, как говорится. Ну вот, по одной из с таким гордым названием «Москва» был нанесен удар. И я хотел написать это название, но потом подумал, что важнее поговорить об агентуре КГБ, которая расположена в Украине, которой очень много, большому сожалению. Так, я вам сейчас тогда немножко продемонстрирую. Сейчас, одну минутку. Некоторые выдержки из некоторых видео, которые показывают украинцы. Так, вот это видео, которое я вам хотел показать. Давайте его посмотрим и потом... Стоп. Что-то пошло не так, как говорится. Почему-то оно у
сейчас все пойдет вот так. Так, меня уберем, чтобы вам не мешать просмотру. Это как раз та информация, которую я вам сейчас зачитывал, сколько уничтожено фашистской техники, личного состава и так далее. Также, продолжая сказанному, хочу вам показать еще один ролик, видеоролик, который тоже представляет нам Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Так. Тоже это чуть меньше минуты, поэтому и очень интересно. Я роблю це для перемоги. Вот такой тоже патриотичный ролик, который стоит увидеть и нашим друзьям, и, конечно же, нашим недругам. Это им тоже будет интересно посмотреть. Так, потом можно будет, ну давайте я зачитаю тогда и потом перейду к вашим вопросам. Как раз вы уже собрались, наверное, и пишите комментарии. Я пока не вижу ваших комментариев. Так, это будет, конечно, переведено с украинского, поэтому может быть немножко чуть-чуть звучать не по-русски. Ну, ничего страшного. Не по-русски, это даже хорошо. Оперативная информация по состоянию на 18 число, на 18 часов 14 апреля 2022 года. К большому сожалению, здесь опечатка, но 19 год написано. Я надеюсь, они увидят и исправят. Так, пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Ступун. Чуть ниже. Продолжается 50-й день героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне. Продолжается расширение авиационной группы и системы управления военными силами. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и жилым кварталам городов и сел нашего государства. Для боевых действий в Украине оккупанты готовят дополнительные подразделения со склада Северного флота и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Для обеспечения вооружений и военной техники проводятся мероприятия по выводу из длительного хранения на базах и складах. По имеющейся информации, 126-й отдельной бригаде береговой охраны Перевальной и 127-й отдельной разведывательной бригады Севастополь потери составляют более 50% личного состава. Командование российской армии не выполняет планы по мобилизации кадров в Северокавказском регионе для участия в войне против Украины. Командование российской армии не выполняет планы по мобилизации кадров. Это значит,
Не могут они на Северном Кавказе набрать. При всем при этой рекламе кадыровцев, там, тикток, ФСБшников через кадыровцев, они не могут набрать. И вот у них не хватает, получается. Это очень хорошая новость. Очень хорошая для участия. Основная причина – нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях. Слава Северному Кавказу. Командование российской армии, так, в свете критической ситуации по сбору личного состава боевых частей командования вооруженных сил Российской Федерации планирует начать новый процесс мобилизации на государственном уровне. Планируется, что мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу. Понимаете, да? Мобилизация, о которой я вам давно говорю, она уже будет проводиться, но она будет проводиться скрытно, чтобы не волновать умы плебса, вот этого быдла населения, которое хавает все, что им говорит Путин и этот телевизор. И они будут под видом призыва, вот весеннего призыва, вот сейчас в апреле начался весенний призыв, под видом этого призыва будут забирать и людей, которые не подлежат призыву, а просто подлежат мобилизации. Это только начало. Если же и это не поможет, и украинцы будут их бить, а украинцы их будут бить, потому что украинцам поставляется огромное количество оружия и все такое, они будут уже всеобщую мобилизацию объявлять. Поэтому я, как и раньше говорил с первых дней этой войны, и сейчас говорю всем чеченцам, гражданам Чеченской Республики Ичкерия, всех национальностей нашей страны, временно оккупированной фашистской России, получайте загранпаспорта, выезжайте в Азербайджан, выезжайте в Грузию, выезжайте в Турцию, выезжайте в другие регионы России или просто прячьте своих молодых людей. Мужчин там до 45 лет, да, от 18 до 45 лет. Это все далеко зайдет. Война в Украине, она, к большому сожалению, может затянуться. И для этого нужны будут силы. Украинцы будут их утилизировать. Они на их у них много оружия, много мотивированных молодых мужчин и девушек, которые будут с удовольствием воевать против оккупанта. Просто я напоминаю гражданам Чеченской Республики Ичкерия, как мы, с каким энтузиазмом мы встречали оккупанта, и как мы молили Аллаха, вы все это прекрасно помните или слышали это, как это было, как наши парни во время молитвы просили Аллаха, чтобы не срочников им посылали, Аллах послал вот не срочников, а хорошо экипированных разных спецслужбы, десантуру, вот таких, чтобы посылали. Мы это все прекрасно помним, как они молили Бога, чтобы хорошо вооруженных посылали. Поэтому то же самое сейчас происходит в Украине. Подъем патриотических сил есть, хотя, конечно же, и выдыхаются, и устают, но та победа, которую украинцы уже сделали, она заслуживает большого уважения. Большого. Конечно же, как говорит Зеленский, к большому сожалению, они обещали, Зеленский и Арестович обещали говорить только правду. Поэтому, если они говорят неправду, я буду немного поправлять, особенно если это неправда касается Чеченской Республики, что уже больше, чем в Афганистане, говорит Зеленский, и уже больше, чем в Чеченской Республике за 2 войны. Ну, это не соответствует действительности. От 80 до 200 тысяч наши солдаты уничтожили русских фашистов на своей земле, на нашей земле. Поэтому пока только около 20 тысяч у украинцев набирается, надо еще постараться, надо еще, наверное, хотя бы раз в 5 увеличить эту цифру. И Зеленский задается как раз этим вопросом, говорит, сколько вас надо уничтожить. Нужно уничтожить минимум 100 тысяч, чтобы русские зашевелились и поняли, что их молодежь перемалывается в Украине. И это еще не конец. Даже если будут митинги, да, у нас тоже и матери приезжали, и митинги были, там не активные, конечно, но что-то такое происходило. И это не останавливало русских. Давление Запада, там, все это вкупе, конечно же, помогало, но не останавливало. Просто мы их взяли измором. Мы не сдавались, украинцы. Если в долгую играть, они говорят, мы будем заваливать вас трупами. Надо играть в долгую. Хорошо, в долгую так в долгую. Главное, чтобы хватило духа, хватило силы воли.
И сейчас я вижу ее просто через край этой силы воли, этого духа. Ну вот некоторые моменты, которые происходят, главное, чтобы их нужно избегать. Ну ладно, давайте я дочитаю то, что говорит Ступун. Так, в свете критической ситуации по сбору личного состава боевых частей командования вооруженных сил планирует начать новый процесс мобилизации на государственном уровне. Планируется, что мобилизация с целью сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу. Ситуация не претерпела существенных изменений на Волынском и Полисском направлениях. Отмечается, что подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области Республики Беларусь. Угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства сохраняется. На северском направлении противник перегруппирует подразделения с дальнейшей концентрацией приграничных с Украиной районов. С территории Брянской и Курской областей происходит переселение в Белгородскую, Воронежскую область России. Переселение, передислокация имеется в виду просто, так как перевод. На Слобожанском направлении оккупанты ведут разведку вероятных направлений атаки, увеличивая систему разведки и медснабжения. Продолжается пополнение запасов. Частичная блокировка и обстрелы городов Харькова продолжается. В городе Белгороде противник развернул подразделение информационно-психологической операции вооруженных сил Российской Федерации с целью усиления мер психологического влияния на подразделения сил обороны Украины и гражданского населения Харьковской области. Цель – деморализовать и положить конец сопротивлению. Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах Славянске и Барвинкове. На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает наносить удары по отдельным направлениям. Основная работа направлена на установление контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск. На Південнобузьком направлении значительных изменений не произошло. В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района, боевых действий и разведки. Верим в ЗСУ, вместе мы победим. Слава Украине! Героям слава! Вот такой вот очень хороший текст, который просто все должны читать. Вот и на сайте, на странице Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины нужно заходить и читать. Так, друзья, я тогда смотрю, вы много комментариев написали. Я всех приветствую, кто вошел только что. Заходите, подписывайтесь, распространяйте наши видео. Так. Зум яц талан. Яц ури талан. Зум яц мара дастанчу. Ну, я просто не договаривался. Для этого нужно договориться. Хотя планировали, но мы не договорились об этом. Маш войль аслан вай хинц хоусерду мара дастануай. Дастину матшум шума эттубалла. Дейлер сала маршал ульта мирлан. Слава Украине, слава нации. Денис, героям слава. Аслан и всем соратникам. Ва алейкум салам, лорс. Пробиваем, но Москва бат. Так. Аслан, лорс, ва алейкум салам. Так. Путинских орков ад. Glory to heroes. Ночью Ичкерия. Джамалейл ночью. Ассаламу алейкум, ассалам. Расскажи нашему народу, что после оккупации никакого беззакония и быть не может. Многие думают, что свобода — это каждый сможет делать, что хочет. Ва алейкум ассалам. Джамалейл ночью. Ва алейкум ассалам. Расскажи народу, что после оккупации никакого беззакония не будет и быть не может. Многие думают, что... Конечно, не будет. Беззаконие приводит к краху, приводит к катастрофе, приводит к тому, к чему привело то, что было у нас. Похищение людей, поставили группы за собой, да, люди, у кого больше было, ну, дек духар,
Так, меня не слышно, ты говоришь это? Что такое? Как не слышно? Так, так. Почему сначала... Я не знаю. Скажите, как звук у меня, друзья. Это не очень хорошо, если... Звук плохой, это очень-очень плохо. Надо, может, мне кричать громче. Хорошо, слышно, слышно хорошо. Слышно, Аслан. Может, какие-то проблемы? Нормально слышно. Джем Лейл ночь. Вилпес маршой, шаг маршой. Так, давайте посмотрим. Так, следующее. По поводу закона и беззакония. То, что беззаконие было, оно привело к тому, Эд, как сейчас слышно, скажи, пожалуйста, как к тому, что было. И знаете, беззаконие это не только, когда за вами ездит 20, 30, 50 человек вооруженных людей, вы там являетесь чьей-то охраной там, и так далее, и так далее. И чем больше за тобой людей, там 200 за тобой человек, то ты сильнее, чем у того, у кого 100 человек там, и так далее. Но это был бред, это было упущение нашего руководства, нашего руководства. С другой стороны, все люди были воевавшие, и Россия им представляла угрозу. Им нужна была охрана, да, это охрана. Но это нужно было как-то нормализовать, это нужно было, как-то это должно было быть в человеческом виде, это должно быть. У Ахмада Кадырова, который работал на русских, тоже были свои банды. Ямадаевцы, которые работали, как потом выяснилось, на русских, тоже были свои банды. И так далее, и так далее. Поэтому этого не будет. Более того, не будет коррупции. Любой человек, кто берет взятку, не то, что ему руку отрубят. Этот человек должен быть опозорен просто. Да? Руку отрубать никому не будем. Опозорен, лишен гражданства, я не знаю, в 1000 или 100 крат должен быть оштрафован. Если он взял на $1000, его должны оштрафовать на 100 тысяч долларов. И забрать у него и дом, и машину, и всю квартиру, и все, что у него есть. Ни на что не обращая внимания. Вот так мы должны бороться с коррупцией. И, конечно же, беззакония не будет. Не должно быть, по крайней мере. Посмотрите сейчас. И знаете, я приезжал иногда в эту республику из России с учебы и видел это беззаконие. И черти разные, вот у меня другого просто слова нет называть, просто самые настоящие черти, хумайоцумш, которые сейчас просто лижут пятки Кадырову и вот этим разным ублюдкам. Вот эти черти возомнили себя, которые даже в сторону России выстрела не сделали, или 2 выстрела всего сделали, возомнили себя вершителями судеб, там, вообще так себя нагло, так себя, как чувствовали, ну, вели себя просто мерзко. Но можно было бы подумать, что это такие вот великие воины, которых нельзя ничем остановить, и они не видят преград, они сквозь бетонные стены проходят, только потому что они такие великие воины. Но настало сейчас время, и как эти лизоблюды лижут пятки Кадырову, мне просто, ну, хорошо, что так случилось, как говорится, нет худа без добра. Мы увидели, кто есть кто, что эти так называемые рекламные боевики оказались на самом деле обычными чертями. Поэтому любой человек, кто нарушает закон, мы будем напоминать ему, как он вел себя при Кадырове, при путинской, фашистской, российской оккупации, как он себя вел. Как он послушно выполнял все, что одеть маску, били палками, он это терпел, унижали, оскорбляли. Унижать, оскорблять никого не будет, но закон будет для всех. Дал мула. Я не говорю, что это я буду делать. Я говорю, что я буду делать все, чтобы он соблюдался. Я буду и критиковать, и выступать, и доводить до нужных людей необходимые
действия, чтобы они производили. Если, конечно, я к тому времени буду жив, обязательно это будет. А если я не буду, обязательно у нас растет молодежь, которая очень хорошо все понимает, и так это и должно быть. По-другому быть не может. Закон тот, кто не соблюдает, это преступник. Это неуважение ко всем. Это международное право, это внутреннее право, договоренность нашего народа. И вот кто не соблюдает этот закон, конечно, это будет очень-очень плохо. Вот такие вот дела. Так. Вот такие вот дела. Опять говорит, вы меня сбиваете. Один говорит, плохо слышно, другие говорят, хорошо слышно. Ребят, вы определитесь. Ассаламу алейкум. Так, почему сначала Никутина? Так. И наравне с этим очень большой бич любого государства, любого народа, это коррупция. Коррупция должна быть искоренена. Я не знаю, как решать надо, подумать это, как это сделать так, чтобы это стало позором. Позором на 7 поколений. Вот как сейчас они в мечеть приводят человека, просто за то, что он против власти что-то сказал. Там две разницы. Это процедура, которую проводят кадыровцы, приводя в мечеть, говоря, что этот человек нас опозорил. Это обычная чеченская процедура, это общественное порицание. Это очень действенный механизм в чеченском обществе. Общественное порицание. Очень действенный. Очень много людей это сдерживает. Но они используют этот механизм общественное порицание для защиты своей власти. А сам вот этот институт общественное порицание, он создан для того, чтобы общество было защищено от разных элементов, а не власть, которая стоит, посажена русскими фашистами над этим обществом. Две большие разницы. Поэтому, когда производится коррупция, это преступление против общества, против самой незащищенной части этого общества. Пенсионеров, инвалидов, детей и так далее. Потому что это их пособие и деньги раздаются детям. Поэтому это порицание, общественное порицание, оно должно, мне кажется, публичное общественное порицание должно быть по отношению к коррупционерам. Так как это не защита власти, а наоборот защита общества. И будут порицать не рядового гражданина, как это делает фашистская Россия в лице Кадырова Рамзана, а это будет делать не в отношении рядового гражданина, а в отношении чиновников, который посмел взять эту взятку. Чиновников. И этого чиновника будем приводить в мечеть и говорить, это преступник, этот крадет, ест детские пособия, детские кормительные эти молочные смеси. Будем награждать, медаль будет, молочная смесь будет, вешать на шею будем. Публично привести, вот этот человек, там какой-нибудь глава администрации это будет, это там начальник милиции это будет, без разницы, президент это будет. Ну, президент, допустим, это будет неприкосновенность, как и у депутатов у них должна быть неприкосновенность, это нужно для того, чтобы они могли спокойно заниматься законотворством. Но после 5 лет истечения срока президента, и если он был коррупционером, эту же медаль и президенту тоже нужно будет вручать. Молочная смесь называется, да, вот как-нибудь так назовем там, да, или памперс, детский памперс, короче, который ребенку не смогли купить, потому что этот человек украл эти деньги из казны или там взял взятку у гражданского населения. Вот с этим вот так надо будет бороться. И нужно довести до чеченцев, что этот механизм общественного порицания, это не исключает уголовного преследования. Ни в коем случае. Просто некоторые чеченцы не боятся тюрем там и так далее, и так далее. Бить мы не можем, как мы знаем, но мулла, общественник, там, старейшины, все наравне с властью, с полицией, там, представителями, органами власти,
будут приводить человека, ну это как пример я говорю, это не значит, что это должно быть. Или по телевизору просто покажут, да, не в мечеть приведут, и подарят ему медаль. И это не освобождает от уголовной ответственности. И от штрафа, например, в 1000 раз. Ну, если в 1000 много, в 100 раз, например. Взял он $1000, 10 тысяч долларов штраф, или 100 тысяч долларов штраф. 1000 раз самый раз. Взял он 1 цент, вот соответственно, $1 взял, штраф $1000. Вот так это должно быть. И только так никакое государство не будет строиться. Конечно, она будет, эта коррупция. Что бы мы ни делали, в Китае расстреливают за это. Здесь, в Германии, есть эта коррупция. Да? Я не знаю, насколько она большая, но ее нету на улицах. Вот того разврата коррупционного, который был в Чеченской Республике, который был на всем постсовке, его нету. Но все равно понятно, что она будет, что бы мы ни делали. Но мы должны, может быть, через поколение мы вырастем в школах преподавать, в детских садах преподавать, что коррупция, кража, что это воровать у всех, у самого бедного, у самого незащищенного слоя населения. И только благодаря этому мы сможем делать достойное обеспечение нашего населения. Только благодаря коррупции, отсутствию борьбы с коррупцией, это будет достойное образование, достойная медицина и так далее. Потому что ты знаешь, что все делается на совесть, на зарплату. И, соответственно, можно тогда уже и людям поднимать зарплаты. Потому что в бюджет поступают деньги, никто не ворует эти деньги, все работает, механизм. Вот этот механизм государства, правового государства, мы должны будем отработать. Потому что сейчас мы, как в советское время, вот при Кадырове собирается дань, все это делается, вообще путинская, российская вот эта система власти, она построена на этой коррупции. Поэтому все, что они сейчас построили, это нужно будет сносить и строить заново. Их проблема, это большая проблема, трудная проблема, кропотливая работа, которую нужно будет сделать. Но мы ее сделаем, да, Алмула, Саши Якуевич, да, Алмула. Так, Аслан, мне прислали ролик, где мои односельчане отправились в Украину. Запомнил я их отправленных как наркоманов, воров, убийц и перебежчиков. Ну, такие только туда и едут чаще всего, но, конечно, едут и насильно. Есть вплоть до убийства, говорят. Но об этом я тоже потом скажу, что не будут вас убивать, ну, не знаю, вас будут убивать или нет, асбагар али магель, но лучше не ехать туда, вот я скажу. Почему сначала? Ассаламу алейкум, всем доброго вечера. Ва алейкум салам, Вилпес Машволь. Слышно хорошо, слышно все нормально. Ассаламу алейкум, не очень, но так. Это, Марат, у тебя всегда плохо слышно, мне кажется. Акара как появился, так и уйдет. Когда Европа перестанет покупать газ и нефть у России, начнется потасовка по всей России, в том числе и в Чечении. Чингисхан. Но это уже произойдет скоро, Чингисхан. Покупать скоро перестанут. Всем салам алейкум. Ва алейкум салам. Уже достали. Знать бы, где его бункер. Щита нехорошо слышно. Так, хорошо, отлично. Когда ролики, звук громкий, а звук стрима очень тихий. Отрегулирую микрофон. Да, уже отрегулировал я все. Как, скажите, видимость изображения? Я вроде тут настраивал это изображение. Не знаю, как это все получилось у меня или нет. Камера хорошая. Вот вроде смотрю, когда просто в камеру. Просто идеально. Когда делаю это через ОБС и показываю в Ютубе, я вот вижу не очень качественная картинка. И мне уже советовали через телефон все время делать, но если я делаю через телефон, я не могу вам показывать видео, там, вот это не очень удобно. Да и комментарии читать не очень удобно бывает. Гитлер застрелился 30 квитня, может история повторится. Да, будем надеяться. Так, для вас нужна норвежская модель экономики, иначе все граждане Ичкерии станут миллионерами, получая свою часть пая. Не понял, а что плохого в том, что если мы станем миллионерами? Так и должно быть.
все то, что принадлежит государству, оно принадлежит всем гражданам Чеченской Республики Ичкерия, вне зависимости от их национальности или религии. Как только Европа вытащит нефтегазовую иглу, кайф Кремля в голове мгновенно пройдет. Уже вытаскивают, скоро вытащат. Мусульмане Кавказа не должны воевать за кафирскую Россию. Ислам Гаджиев, Россия сатанинская, я не знаю, что ты укладываешь в кафирскую, Россия сатанинская, и за нее воевать не стоит никому. Рамзан Дудаев, в Норвегии как раз таки абсолютно все ресурсы принадлежат народу и делятся на народ в равных долях. Да, вот именно он, наверное, это имел в виду. Наверное, так и должно быть. Что приведет к инфляции. Сейчас в России коррупция процветает. В России коррупция была всегда. Это одна из главных скреп существования России. Основа это все хорошо, но может проще тех, кто ворует из казны, вешать за шею, а после на площади города. Нет, Саха Крым, не должны никого вешать, даже смертной казни не должно быть в Чеченской Республике. Мы должны гуманизировать чеченское общество максимально. Пожизненное заключение, это, конечно, ничего хорошего в этом нет, но это мораторий на смертную казнь, а потом и отмена смертной казни должна быть обязательно. Мусульмане должны воевать в своих интересах, а не в чужих. Чтобы другие посмотрели на повешенного, на день. Ну, вот в Китае расстреливают их. И несмотря на это берут взятки. Аслан Аллах рейс Масана хуй джамлайл нохча. Масана хуй рейс. Чингисан, Украина выпустила почтовые марки на фоне корабля, а впереди стоит украинский воин с поднятым средним пальцем. Ассаламу алейкум, Карим Ислам, алейкум ассалам. Аслан, никак не пойму, когда начнется действовать против России санкции. Знаете что, вот по поводу санкций, санкции, они, да, не наносят колоссальный вред там, и так далее, но они не остановят Россию. Россия будет беднеть, это, во-первых, это эффект происходит не быстро, потихонечку, медленно происходит. Но применение таких тотальных санкций, то есть полностью отказ от любого сотрудничества с Россией, это не столько про уничтожение России, сколько защиты самих вот западных компаний, западных стран. Чтобы деньги оттуда не приходили, да, вот сразу начались банковские проверки. Вот мне, например, пришло сообщение, подтвердите, что вы на законных основаниях в Германии находитесь и так далее. Конечно, это наносит урон, вред, там, делает второсортными и так далее. Ну вот посмотрите на Иран. Иране обходят эти санкции, у них живут люди, процветают. Россия в этом плане еще больше, чем Иран. И в этом плане у нее старый, большой опыт, древний опыт кражи чужой интеллектуальной собственности, там, контрафакта и так далее. Поэтому не будет того, что вот Россия просто сейчас рухнет, да, из-за этого. Это не столько про Россию, сколько про сам Запад. Западную экономику, просто российскую вот эту фашистскую Россию от себя отстранили. Все, она нам не нужна, они сказали. Это в первую очередь про это. А Россия грохнется, когда внутри России народ поднимется. Или там группы какие-нибудь мочить друг друга начнут. Это очень сложно. Так как бы считается, что Кадыров является защитой, поэтому именно ГГБшники, которые хотят свергнуть Путина, они бросаются, вот, навальнята, фашистские навальнята. Фашисты, как известно, Навальный это фашист, дипломированный нацист. И их кураторы из КГБ, они хотят свергнуть Путина. Но для того, чтобы свергнуть Путина, чтобы ослабить его, да, или чтобы он стал договороспособным, этот Путин, нужно убрать кадыровцев.
А Кадыров уже так много втянул в себя вот своих этих бойцов, чеченцев, что фактически это приводит к новым массовым репрессиям против чеченцев. И фактически чеченцы сейчас стали заложниками этой ситуации. Сейчас начнут мочить кадыровцев, а ведь не будут, это сейчас, это украинцы там иногда говорят кадыровцы, иногда чеченцы, а русские фашисты, а русские по большей части свои фашисты, они не будут на нас делить кадыровцы, там чеченцы. Когда война начиналась, русские не делили, называли дудаевцы, а когда зашли и начали воевать, они уже не делили дудаевец ты или антидудаевец ты, мочили всех, и женщин, и детей, и так далее. И вот эта вероятность, этого я бы хотел бы избежать, я всячески пытаюсь об этом говорить. Но разным ублюдкам, вроде Навальнятам и их дружкам, чеченоговорящим, но это устраивает. Им нужно, чтобы произошел новый геноцид, смещение вот этого кадыровского клана, людей вот этого кадыровского, и прийти к власти. Неважно, сколько там прольется крови, опять будут деньги, опять будет власть и так далее. Вот такие у них планы. К большому сожалению, большому. Поэтому в этом это такая очень сложная, интересная дилемма, которую пытаются всячески подтолкнуть тому, чтобы свергнуть Путина, подтолкнуть Кадырова. А только вот этими механизмами можно сместить, изменить что-то в России, сместить. И вы понимаете, что это практически невозможно. Практически невозможно. И кто-то думает, что если уничтожат Кадырова, что можно будет, например, чеченцы какие-нибудь думают, уничтожат Кадырова, пускай придут другие, не ублюдки так думают, которые работают на ФСБ, на ГРУ, а которые, простые чеченцы, которых тоже Кадыров достал всех. И думают, что если уничтожат Кадырова, придут другие прорусские чеченцы, и хотя бы чуть-чуть полегче будет. Но это тоже неправда. Потому что если уничтожить Кадырова, придет Демельханов. Если уничтожить Демельханова, придет Даудов, которые также поклянутся тому же Путину. И эта армия, которая вот ими собрана, она продолжит служить для защиты Путина от генералитета. Для этого, для того, чтобы убрать вот эту силу кадыровскую, так называемую кадыровскую, убрать от Путина, нужно уничтожить очень много чеченцев. И именно об этом говорит Навальный. Именно об этом говорит Кавказ Реалии. Я не хочу, чтобы за счет чеченского народа, которого сами же загнали в пасть этим русским фашистам, и тут на Западе, и там фашистской России, я не хочу, чтобы за счет чеченского народа, которого не будут разбирать, кадыровец ты или мудыровец, будут уничтожать. Я не хочу, чтобы они делали свои дела. Хватит, я говорю, за счет нас вы делали свои дела. Давайте вы другой способ найдете решить проблему с Путиным. Нанесите ракетно-бомбовый ядерный удар по Москве, по Кремлю, по бункеру. Ограниченный удар лично по Путину. Страшно, что Путин может приказать нанести вам ракетно-бомбовый удар в ответ. Но за все ошибки нужно платить. Весь мир сделал так, что нас загнали в казармы, в этот гулаг фашистской России. Чечня — внутреннее дело России, говорили здесь на Западе, европейские политики. И теперь для того, чтобы вот эту дилемму, вот этот сложный клубок размотать, нужно уничтожить еще раз чеченский народ. Я с этим не согласен. Я согласен, чтобы уничтожили отдельно Кадырова. Пошлите дрон. Дроны летают там, есть информаторы, и там еще что-то. Уничтожьте Кадырова и так далее. Но вы знаете, что это не изменит ситуацию.
Ведь все прекрасно понимают, как только будет уничтожен Кадыров Рамзан, на место придет Адам Демирханов, его доверенный человек. У него 3 брата, у этого Демирхана, или 2 брата. Поэтому следующий будет. И они, зная, что они повязаны, они же не потому, что верны Путину, потому что они такие верные и так далее. Если бы они были верны, они бы остались верными своему чеченскому народу и своему государству. А потому что они повязаны кровью, им деваться некуда. И Рамзан Кадыров говорит, я пехотинец Путина, я там верный, самый верный Путину, потому что ему деваться некуда от Путина. Поэтому он говорит, я верный, я выполню его приказ. И он выполнит его, если это не касается его смерти, жизни и смерти. Поэтому одним убийством, точечным убийством Кадырова и Демирханова вопрос не решается. Путин сидит в бункере, отдает приказы Золотову и Кадырову, а Золотов общается с Кадыровым напрямую, и Путин иногда звонит напрямую Кадырову, и говорит, давай, вот этот генерал не выполняет свои обязательства. Все люди, которые живут в президент-отеле, которые живут в Балашихе, Подмосковье и в других на конспиративных квартирах, которые убивали Немцова, там, 3-й, 10-й, это много у них этих головорезов. Постоянно тогда, когда я жил в Москве, 400 человек дислоцировалось. Постоянно. Потом есть еще ингуши, не забывайте. Тоже есть отряд ингушей, таких же преданных, о них не говорят много, но таких же преданных, которые тренируются, военные, которые тренируются и по первому приказу выскочат и выполнят приказ Путина, которые подчиняются Путину. Это военные ингуши. А есть там и чеченцы военные тоже, которые есть. Ну, они могут там в любой момент там ослушаться. А есть вот эти росгвардейцы, которые подчиняются. И недостаточно убить одного Кадырова. Недостаточно убить одного Демирханова. Там и лорды, и морды, и другие. Там много они найдут людей, которые в любой момент перехватят. Кадыров сказал Демирханов пока. Будет Демирханов. Вопрос в том, что будут сейчас уничтожать чеченский народ под видом кадыровцев. Вот чего я бы не хотел. Я бы не хотел, чтобы совершенные ошибки кем-то тут на Западе или там в России снова платили мы. Нет, я говорю, пожалуйста. Есть у вас проблемы с кадыровцами? Вы нас загнали, мы вас умоляли, мы весь мир и до сих пор просим, ходим за вами. Пожалуйста, дайте нам эту власть, дайте нам полномочия, дайте нам наши права, чтобы мы могли сами быть хозяевами своей судьбы. Признайте нас, но вы нас не признаете даже. Но зато теперь, как обозвав нас террористами, загнав сперва в исламистский, промолчали, ну устраивало, что вот убивают чеченцев, ну ладно, нефть, газ идет, все нормально. А вот когда сейчас в Украине это коснулось, вот тогда уже, когда враг у ворот, вот, поняли все-таки. А мы говорили, что после нас будет и Украина будет, и все остальное будет. И сейчас Украина, если падет, 100% будет нападение на Европу. 1000000% будет нападение на Европу. И мы это говорили, сейчас уже здесь поняли. И сейчас уже ленд-лиз, помощь Украине и так далее. Поэтому давайте искать другой выход из этой ситуации. Не убийство чеченского народа при помощи Кавказ реалии, там других третьих, а какой-нибудь другой способ. Да, Путин в бункере сидит, да, у него меры предосторожности, наверное, очень сильные. Его очень трудно отследить, дрон за ним отправить. Да и, наверное, страшноватенько, наверное, отправлять дрон. Вдруг он его не уничтожит, да, вдруг он промажет, а потом тот возьмет и нанесет ядерный удар. Ну, извините, мы потеряли 30%. И если человечество потеряет 30%, да, от 7 миллиардов, 2 миллиарда, если оно потеряет, но такая плата за то, что вам не хватило ума, а не то, что мы еще 30 потеряем. Давайте как-то соотносить потери. 2 миллиарда, если нужно потерять, то давайте вы по-мужски
примете эту ответственность на себя и оставите этот многострадальный народ и ударите по Путину, Патрушеву ограниченным каким-нибудь ударом. Давайте наберитесь мужества. Давайте. Хватит за счет маленького, бедного, многострадального чеченского народа решать свои глобальные проблемы. То нефть касать, то там богатеть, все отлично. А мы нищие, необразованные, убитые, обворованные, униженные. Зачем это нам? Не надо так. Не надо. Давайте поправим. Вот что я вижу, как я вижу эту ситуацию. Поэтому я возмущаюсь этому. Если кто-то там меня обвиняет, что я там за этим защищаю Кадырова, ну это полный кретин только может так думать. То, что я говорю. Я думаю, в первую очередь, превыше всего о чеченском народе. Вот что мне важно. Чтобы чеченцы не пострадали, чтобы их не убивали. У нас даже нет прав, те, которые есть тут в Германии, у собаки. У собаки те есть, которые права. У нас в Чечне нет прав у человека. У всего народа этих прав нет. О чем мы говорим? И с этим соглашались. И немцы говорили, немцы здесь, в Германии говорили. Если вас так сильно притесняют в Чечне, Россия большая, едьте в другой регион. И депортировали отсюда. О чем еще говорить? Они знают, что так плохо в Чечне, невозможно там жить. Но ты можешь жить в России, в другом регионе. Более лицемерной и более подлой отговорки я не видел никогда. Кадыровцы присылали закупленное оборудование медицинское. У меня вот где-то там в документах лежит этот перечень, который на суде тут предъявляется. Убийство чести, там хорошее медицинское образование, оборудование, там лечение и так далее. И там вот смотрите, на суде говорит, судья, смотрите, Чеченская республика закупила на несколько миллионов, десятков миллионов долларов супер крутого там швейцарского, немецкого там оборудования, медицинского оборудования закуплено. Вы что, говорит, смотрите, нам российское посольство выдало, у нас есть, что у вас медицина отличная. Чеченец говорит, у меня плохо, я болею, тут, там, мне нужно лечиться. Я ему говорю, не-не-не, дорогой, у тебя медицинская, вот у нас бумага есть. Все, давай. А то, что нет специалистов на этом оборудовании, что это просто отмывание денег для того, чтобы... И ты это им доказываешь, я им это писал, я это им говорил. Говорит, ну извините, у нас документ. Ну и что, да, вы очень красочно это описываете, но извините, что мы можем сделать? Вот к чему нас подводят, друзья, вот к чему нас готовят. Вот чего я бы хотел бы избежать. Если нужно, я готов сам принять участие. Я гуманист, я правозащитник, я против убийства и насилия. Но для того, чтобы предотвратить страшное преступление, любой, если есть такая необходимость, если у вас не хватает специалистов, и вам нужен в том числе смертник, я готов, чтобы вы меня использовали и отправили для того, чтобы ликвидировать Путина. И если у вас не хватает шаров, я готов с собой пожертвовать. Оставьте этот чеченский народ просто в покое. Сделайте что угодно, обойдя этот чеченский народ. Ведите пропаганду, ведите на чеченском языке. Ведь сейчас все каналы начали там про российскую оппозицию, там что-то вы говорите. Говорите про чеченскую оппозицию. Не приводите российских судей и детей судей. Не возносите там, когда есть там люди, депутаты парламента Чеченской Республики Ичкерия, бойцы чеченского сопротивления, другие люди есть для того, чтобы мы говорили свою позицию. Но нас не слышат. Они приводят каких-то агентов ФСБ, их поднимают, их раскручивают, вроде Навального, приводят судей, детишек судей, как будто других не ущемляют, других нет, другого чеченца как будто не существует. Только нужно показать российских. А для чего это нужно? Для того, чтобы эти российские,
Они вместе, эти российские чечены, подрусские чечены, которые хотят скинуть Кадырова, они с русскими, Вась-Вась, там, с Милашиной, с Муратовым, всеми ФСБшниками. Они с ними Вась-Вась, потому что они сами, их агентура, как Медведчук и остальные, они Вась-Вась с ними. И им удобно сместить Кадырова. Они говорят, мы поможем сместить Кадырова. Мы говорим против Кадырова. И мне тоже говорят, вот меня записывают оппоненты Кадырова, Кавказ Реали, нагло врет и не извинился до сих пор. Нагло врет, что я оппонент Кадырова. Кадыров не мой уровень, я говорю. Не надо меня к этому причислять. И вот они нам начинают рассказывать, что мы должны быть ниже травы, тише воды, а вот те, кто против Кадырова, их поднимают. Но это нечестно, это лицемерно, это подло продолжать ту же политику, которую вы вели на протяжении всех этих десятилетий. Вы также поступите и с украинцами, я знаю. Так нельзя поступать. Нужно думать и о других людях. У нас есть тоже, и мы хотим созидать, у нас есть семьи, мы любим своих детей, своих семьи, свои народы, свои земли, больше даже, чем некоторые любим свои земли. Мы с рождения знаем, где мы будем похоронены. У каждого чеченца есть свое кладбище. Вот с момента рождения мы знаем, где мы будем похоронены. И мы не хотим нигде в этой земле, в другом месте быть похоронены. И мы завещаем, мои родители мне завещают, если я умру, отправь мое тело. Если я не доживу до свободы, отправь мое тело, чтобы я был рядом со своим отцом, дедом, прадедом, там, я не знаю, кого там, во время Казахстана мы не хоронили, потому что русские наши кладбища сравнивали. Они не надеялись, что мы вернемся. И кладбища у нас после Казахстана только новые появляются. Другими нашими надгробными плитами русские себе дороги, свинарники застилали, делали. И потом нам опять с ними жить вы предлагаете. Мы не можем с ними жить, понимаете? Мы не можем. Мы как на пороховой бочке жить мы не можем. Мы не можем развиваться. Мы не можем быть уверены в завтрашнем дне. Да и в конце концов мы хотим сатисфакции, нормальных человеческих прав, восстановления справедливости. И нам в этом во всем отказывают. Это, Аслан, говоря о санкциях, санкции ничего не изменят. Санкции сделают русских нищими. Ну, собьют через несколько лет возможность производить не 100 танков, например, а 10 всего лишь танков. Не будет у них там айфонов, а будут какие-нибудь там йотафоны или какие-нибудь китайские какие-нибудь телефоны и так далее. Будут выживать, будут друг друга есть, русские будут. Но против власти своей не пойдут. Не пойдут. Не пойдут. Ладно. Перемотаю, друзья. Почитаю ваши комментарии немножко. Нахчо, все правильно говоришь, Аслан. Нужно захватывать русские города. Да, надо проводить интервенцию против фашистской России. Турция пускай, Великая Турция, Туран строит. Не боитесь, не хочу сейчас говорить грубым словом, но Великие Турция, Великий Туран. Почему используют чеченцев, агентуру, там закидывают туда? Почему сами не сделают Турцию? Почему сами не нападут? Азербайджан использует, другой прокси армию использует. Сами давайте атакуйте, давайте нападайте, давайте наберитесь немного мужества. Хватит. Покажите, что вы можете. Захватите несколько городов российских. Ничего они вам не сделают. У вас технологии есть, возможности есть. Давайте так. Так, Аслан, скажите, как вы думаете, победа Украины, кто должен присматривать за Россией? Эти шакалы же неугомонные. Я не знаю, что я бы предложил это сделать Украине, но Украина скажет, пошли они все к черту.
Я бы не хотел за ними присматривать. Ее нужно разделить, этих русских просто нужно, ну вот, невозможно что-то с ними делать. Всех их уничтожить нельзя, да, это негуманно. Они бы уничтожили бы, если могли всех. Но вот их нельзя уничтожать. Мы люди, в отличие от фашистов. Управлять ими, ну пробовали ими управлять. Все равно, как кто Жванецкий, по-моему, говорил, если их вытащить из этого ГУЛАГа, они повесят того, кто вытащил из этого ГУЛАГа, на воротах этого ГУЛАГа и вернутся в свои казармы, в свои эти бараки. Не знаю я, что с ними делать. Их перевоспитывать. Никому это не нужно. Немцев нужно было, когда воевали, дошли, но надо было что-то делать. Им помогали. Да и немцы сами поняли на самом деле. Если бы они не поняли бы, их тоже не перевоспитали бы. А русский, он притворяется, что понял, он мимикрирует под это, а в душе он ждет момента и говорит, а потом опять раз, и Ванька с балалайкой вылез. Жаль, не могу из телеграмма ссылку вам сюда скинуть. Ночью вы супер, спасибо. Дуже дякую, Бодик. Всем здоровеньки були, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Богдан. Приветствую. Аслан, никак не пойму, когда начнет это уже... Чингисхан. После смерти Сталина украинец Никита Хрущев позволил чеченцам вернуться на родину в 1953 году. Об этом должны кадыровцы знать. Чингисхан. Было бы, конечно, хорошо, если бы так было, но Никита Хрущев еще под вопросом, украинец он или нет. Хотя он родился в Украине, там он носил рубашку украинскую. Но это был убийца Хрущев. Убийцы украинцев в том числе. И он нам не... Да, при нем нам разрешили вернуть. Но заслуга была тех, кто здесь жил. Это Абдурахман Авторханов, его два товарища. Один турецкий чеченец, другой ингуш. 3 человека. Они везде ездили, везде писали, добивались. Очень много сделали для того, чтобы нас вернули. Везде и Хрущеву, и всем, кому только можно, они везде тыкали чеченскими и ингушскими народами в лицо. И им нам разрешили. Никакой Микоян нам говорят, Хрущев, нет. Абдурахман Авторханов и 2 его товарища. Вот кто нам дал вернуться. Так. Если Ичкерия хочет независимость, в таком случае вам нужно организовать отделение всех республик, колоний, Башкирии, Дагестана. Запад не хочет развала России. Богдан Гальченко. А Ичкерия не хочет независимости. Ичкерия временно оккупированное независимое государство. Это чтобы было понятно. И нет ни одного закона, который против этого говорит. Не говоря уже о том, что мы отдали за эту свободу. Ни один народ на этой земле столько не отдал, сколько отдали мы за эту свободу. И сейчас мы, я считаю, мы должны бороться не за отделение Кавказа, там отделение Чеченской Республики. Сейчас кому-то хочется, чтобы мы отделение Кавказа сделали, чтобы потом нас присоединить к каким-то Туранам, Муранам, опять сделать нас игрушкой. Причем мы это должны делать. Нет, если кто-то хочет, пускай отделяет, тратит усилия, там, деньги и так далее. Чеченцы от мала до велика и украинцы от мала до велика должны работать на уничтожение и развал России. Это единственный выход, единственное спасение для нас, экзистенциональная угроза для нас и единственный выход спасения для всего человечества. Ну, кто-то хочет, чтобы вот как-то улеглось, еще может 20, 30 лет, 50 лет продержится и так далее. Нет, этого не должно быть.
Так, Ася Дамиду. Ребята, привет всем. Привет, Ася. Так, постригись у Яши, там расклады наши. Спартак, ты дебил? Путин сделает все для всех, они сами себя скушают. Йоусарща, худишь дуэй. Да, я смотрю, русские боты набежали, да? То есть, да. Машой, Аслан, маршал, ой, леди. Микяне же с ними чекисты подписали чеченскому приговор о выселении и истреблении, да? Так. Витаю, Павел. Ладно, друзья, я тогда вам покажу немножко из Фейсбука информацию. Как известно, был обстрел крейсера «Москва», и после того, как украинские защитники обстреляли ракетный крейсер «Москва», суммарное количество крылатых ракет кораблей Черноморского флота, находящихся в Черном море, уменьшилось до 56. Маловато. Но там еще остались фрегат «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров», «Вышний Волочок», «Ингушетия», «Грайворон», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Великий Новгород», «Колпино». Итого суммарно у россиян залпы 56 ракет. Ну, это залп не имеет значения. Так, я хочу сейчас найти новость по этому Медведчуку. Ну вот, Медведчук задержан, был задержан Медведчук. Наш стрим так и называется. Марионетка Медведчук задержан, ждем ареста банд офицеров ФСБ. Что самое интересное в этом деле? Например, есть такой швец, да, очень неглупый парень, и невероятно у него так много подписчиков набежало, конечно, что не верится, что это не искусственно сделано, потому что он дружок Гордона, это матерый просто Гибнюк, агент Гибни, КГБ, сейчас, наверное, и СБУ, и ФСБ, и все остальное, что я пока не вижу разницы между СБУ и ФСБ. Пока я такой разницы не наблюдаю, к большому сожалению. Конечно, там есть такие люди, которые есть. Ну вот, задержали Медведчука, и швец говорит, что это какая-то атомная бомба, там задержали. Там. Он был задержан, война идет уже 50 дней, почти 2 месяца. Он сидел под домашним арестом. Украина, что с тобой происходит? Как человек такой, враг Украины, сидит под домашним арестом, еще умудряется сбежать из-под этого домашнего ареста? Это что это такое? Чем Медведчук лучше любого другого преступника? Медведчук самый худший преступник. Но это атомная, это бомба, мы говорим всего лишь об агенте. Какой бы он ценный не был, какой бы он не был крутой агент. Это всего лишь агент, это марионетка, которая управляется КГБ. И даже он Путину подчиняется, тот же Кадыров. Это всего лишь марионетка. Ее можно заменить. Почему не идет охота СБУ на ФСБ? Вот у меня вопрос к СБУ.
То, что вы не признаете Ичкерию, и что я уверен, имеете отношение к геноциду, да, помогали геноцид совершать против чеченского народа, в этом я, в принципе, убежден. Но, допустим, это не доказано. Но почему вы ловите, вот у вас Киселев сидит на канале, рассказывает там, Евгений Киселев, матерый Гибнюк, да много у вас, Цимбалюк у вас, Гордон у вас сидит, рассказывает, ну, такие лидеры общественного мнения, они там навязывают повестку и так далее. Да, они очень правильно сейчас некоторые вещи говорят, но в любой момент они просто могут измениться. В любой момент можно нужный нарратив закинуть. Да, надо договариваться, сейчас скажут. Да, надо с русскими подписывать мирный договор и так далее. Нет, покажите СБУ, если вы на самом деле работаете не с ФСБ. Покажите генералов нам ФСБ, которых вы задерживаете. Покажите полковников ФСБ, которых вы задерживаете, которых вы ликвидируете при задержании. Или там Медведчук у вас там сидит под домашним арестом. Этого недостаточно. Медведчук хорошо, очень хорошо. Но вы знаете, что Россия от него отказалась. Сказали, не будем мы менять. Да, там, сколько там, они 1000 говорят, 1300 уже говорят, морских пехотинцев сдалось. Что я абсолютно в это не верю. Там они показали людей, ну, я приблизительно прикинул, около 50 человек там стояло. Раненые, изнеможденные, уставшие люди были. Из 36-й вот этой морская пехота. Из 36-й бригады. Да, может быть, там сдалось определенное количество людей. По каким-либо обстоятельствам. Чтобы не быть убитыми, ну, сдались. Ну, бывает. Война есть война. Это никак не должно влиять на общее положение вещей, на дух украинцев. Ни в коем случае. Только духом и силой воли вы можете выиграть украинцы. Оружие, деньги, политическое, информационное. Вы полностью на высоте. Теперь достаточно, чтобы вам хватило духа, силы воли отдать самое ценное за свою родину. Но для этого СБУ должно работать так, чтобы там, когда он воюет, он знает, что он погибнет, а эти будут потом СБУшники кататься на мерседесах с ФСБшниками дела делать. Так не бывает. Посадили какого-то кума и там отдали, и типа, и вчера этот, как его, Подскобеевны, как его зовут, забыл. Я только Скобееву помню. Вот, смотрите, вот этот ублюдок я вам сейчас дам. Я скачал, не стал закидывать себе сюда, чтобы... Дам послушать. Зеленский, наверное, забыл, что в России не принято менять рядовых на фельдмаршалов, даже если рядовой сын Сталина или кум Путина. А по сути Медведчук даже не гражданин России. Но менять его нужно на одного-двух офицеров. Но не на 1000 и не на 10, конечно. Видели, на фельдмаршала менять рядового. То есть, чтобы вы понимали, о чем он говорит. Медведчук рядовой, агент ФСБ, какой бы высокий пост он ни занимал, кем бы он там ни являлся, он не ровня КГБшнику, действующему офицеру. Это каста. А это обслуживающий мусор. Вот я вам сейчас его покажу, сидит он здесь. Это обслуживающий мусор. Да, он стукач, он агент и так далее. Если ты не действующий офицер, и, кстати, никогда стукачей, они не берут потом в офицеры, в штат не зачисляют. Если вас завербовало ФСБ, вы можете быть очень богатым человеком, очень влиятельным, еще неизвестно, чьи это деньги. И вообще известно, чьи это деньги. Это точно не ваши деньги. У вас в любой момент это заберут. Вот одним щелчком, иди сюда, быстро отписал все. И все. Ты никуда не денешься. Ты все отпишешь, что на тебе было зарегистрировано. Ты просто держатель общака, держатель там, проводник идей их.
их действия. Просто очень надежны, знают, что ты никуда не драпанешь, ты честно будешь выполнять свою работу, они тебе доверяют. Вот и все. Вот этот бич, который я вам только что показал, вот он и все. Никакая это не бомба, Медведчук. Его давно нужно было посадить. Давно. В России таких убивают быстренько. Раз, 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 и все, нету таких. Убивать я не призываю, конечно, ни в коем случае, но посадить нужно было давно этого. Я не вижу работы. И вот когда люди на передовой устают, сражаются, гибнут, а Медведчуки вот ловят, и это такой большой успех. Это не успех, друзья, это ничто. Хорошо, да, но это не тот успех, о котором говорят. Нужно уничтожать ФСБ. Вот голова, которая ведет работу против Украины. Вот кто сидит в Кремле. Вот кто уничтожает Украину, украинскую нацию. Вот кто уничтожил и продолжает уничтожать и дискредитировать чеченскую нацию. Вот как должна вестись работа. Только так можно добиваться результатов. Зрить в корень нужно. А если так, там, размяться, там, раздраконить их, потом проиграть. Убили вы 20 тысяч украинцев? Вы говорите, да, Зеленский говорит и так далее. Это же какие-то люди убивали их, да, военные. Вот все, кто их убивал, они будут их убивать, если вы проиграете. То, что сейчас происходит в Украине, это будет раем по сравнению с тем, что будет с украинцами, если вы проиграете эту войну. Вы будете убиты, унижены, растоптаны. У вас заберут все. Появятся вот эти Медведчуки и ему подобные вот эти ублюдки. Гордоны им будут. Без сомнения, уверен, Гордон будет среди этих людей, которые будут у власти. У нас тоже так было. Вот все, кого мы видели, как они были, они, в принципе, так и остались. Они оказались агентурой. Тот же Ахмад Кадыров. Не все, конечно. Среди нормальных людей были вот эти люди, которых мы видели. Они останутся, Киселев останется у власти. Кто там еще? Швец, наверное, в Украину тогда переберется. Или еще что-то там произойдет. Не знаю. Про Швеция не буду я сейчас говорить, ладно. Ну вот какая вот ситуация в Украине. И это нужно как-то исправлять, как-то в этом направлении действовать. Не знаю. Например, Арахамия. Кто вообще такой Арахамия? Ездит на переговоры, разговаривает с этим Мединским. Мединский доверенный человек Путина, близкий человек Путина. Один из его архитекторов это нового дворянства. Это Мединский. Как историк, там, как там этот. И, видимо, Арахамия тоже собирается, раз его допускают. Почему Зеленский это позволяет? Я уверен, это кандидатура Зеленского, он ему доверяет и пускает. Но эту Арахамию нельзя отпускать ни на секунду, ему никакого доверия нет. И пока у военных сейчас с вами считаются, пока вы являетесь, на чьих плечах вот это все вытаскивается, на чьих плечах реально теперь Зеленский становится лидером демократического европейского мира, эту позицию нужно не просто подняться, ее нужно держать и не отпускать больше. В контакте с американцами. И вы это, украинцы, сможете. Это нужно так сделать. Это очень важно. Продолжать в этом же духе. Но для этого нужно четко понимать, куда вы идете. Кто ваш враг, где этот враг. Вот такие вещи нужно бы... Знаете, украинцы оказались очень наивными. Вот те вещи, которые... Ну, вот чеченцы очень наивные. Я думал, больше наивных чеченцев никого нет. Ну, может, не больше, ну, такие же, как чеченцы, украинцы. Льют разную вот эту грязь в уши. Сидят, хавают, да, вот точно там и так далее.
Вся надежда на военных, на ЗСУ. Если там настоящие чистые люди, без агентуры, чистые патриоты Украины, если они там есть. Если бы их там не было бы, Украины бы сейчас уже не было бы. Вообще Запада не было бы, Европы бы не было. И вы это должны понимать. И в этом направлении нужно держать и вытягивать. Я верю полностью, доверяю ЗСУ. Очень хочу этому, чтобы у вас все стало хорошо. На вас надежда, на вас. И готов всячески поддерживать. И буду поддерживать, пока смогу. Вот как-то так, Дион. Так, Украина сегодня не по воле стала хирургом и лечит рак планеты. Хуарсу проводила собственный опрос по поводу пропаганды кадыровцев. Из всех возможных регионов один ответ: нам плевать, мы воюем с Дресней. Отлично. Вырежаемо як раковую пухлину, Денис. Да, надо. Кроме того, все хотят освобождения Ичкерии, понимают все. Сейчас живу в Израиле, до этого жил в Украине. Когда жил в Украине, то видел прекрасно, как относились местные кавказцы. Мягко сказать, плохо. Выгоняли с рынков кавказцев. Это было в Черновцах. Манейс. Это было. Было и проблемы были с крымскими татарами. И мы знаем, что и президент у них тоже оказался не совсем проукраинский. Начальник СБУ оказался не проукраинским. И фашизм, национализм, он есть. Есть такой блогер, Вольнов такой есть, да? Ну просто ублюдина. Другого слова у меня для него нет. Просто оскорбление кавказцев, ислама. Вообще не останавливаясь, не все. Я уверен, его тоже курируют спецслужбы украинские. Или даже, может быть, и даже русские. Мы с ним в одной группе, кстати, находимся в скайпе. И там любят там разные, на зоофилию кадыровцев там рассказать и так далее. Я знаю, к чему это, о чем это говорится. Это не на Кадырова говорят, это говорят на кавказцев, что у чеченцев этого нет такой культуры. Может, у каких-то кавказских народов это даже и есть, но у чеченцев этого нет такой культуры. Но вот Вольнов считает нужным. И есть такие, на самом деле, ублюдки, без сомнения. Но что теперь сделаешь? Сейчас ситуация меняется, есть хорошие люди. Среди чеченцев можно найти тех, кто не любит и русских, и украинцев, и христиан. И любят, не любят, вот этот бред некоторые пишут здесь. Но сейчас мы не можем об этом говорить. Мы ищем точки соприкосновения с нормальными людьми. И сейчас чеченцы сражаются, и другие кавказские люди сражаются. Азербайджанцы сражаются, которых я безмерно уважаю. Сражаются вместе с Украиной против фашистской России. Поэтому не без этого. Не без этого. Я думаю, и в Израиле найдутся люди, которые будут не любить кавказцев. И, скорее всего, это будут выходцы с России. Ассаламу алейкум, народ. Мордор будет разбит. Да, мула. Алейкум ассалам. Европа кормит империю зла, особенно Германия. Я представляю, если Украину захватит Путин, то Кадыров наведет им порядок, ужас. Не Кадыров наведет, там свой найдется Аснан-Лорс. Ну и, конечно, Кадыров тоже приложит руку. Я хорошо, так, не все хавает. Я опрашивала всех знакомых из Харькова, Винницы, Херсона, некоторых других городов. Никто не слушает Геращенко и Арахами. Геращенков тоже очень какой-то странный тип. Его рекламирует Гордон. Вот они вот перекидывают друг другу мяч и вот захватывают. Это очень похоже на то, что происходит в России.
тоже вот какие-то свои люди захватывают информационную повестку, поле, и идет в этом направлении. Есть надежда, что Арестович не из этой группы, так как он с военными там контачит, и есть надежда, что этот человек независим и от этой группы. Но этот же Арестович, ой, все русские вот эти каналы им где-то доказывают, объясняет. Очень, конечно, хорошо говорит, вообще не придраться, ну там, за редким, может быть, там специально искать с микроскопом какие-нибудь. Все отлично говорит, информацию лишнюю не выдает, всегда раз, где нужно остановить. Ну, молодец, вообще нет вопросов. Остальные какие-то все какие-то непонятные. Так, так, Асанов, нам надо как-то купить один Байрактар, Чингисан. Надо. Вольнов, да, Вальдаяха, яиц, секрет. Вообще обсуждать не стоит. Это главное, но чуть-чуть Ичкерия. Абсолютно, Ури. Так, секрет. Ассаламу алейкум, Аслан. Добрый вечер. Ва алейкум ассалам. Светлана Хадзевич. Геращенко не странный, он подлец и ублюдок. Светлана, если можно, поподробнее в этом моменте, что вы имеете в виду? Гордон у нас для женщин с не сложившейся судьбой. Никто ментально здорового его не слушает. Не знаю, слушает или нет. У него очень хорошие, кстати, гости бывают. Очень неплохо, надо признать, болтать, говорить они научились. Это у них не отнять. Очень неплохо он говорит, очень хитрый. Мы когда с ним увиделись в Польше, он меня обезоружил просто, когда я ему задал вопрос. Я говорю, вы не признаете Чеченскую республику Ичкерия? Ну, почему? Вот украинец не признает, я не могу. Его страну оккупировали, убивают каждый день его граждан. Как украинец может не признавать хотя бы на зло России? Не говоря уже о юридически, правовом смысле, во всех отношениях мы независимое государство. Если украинец ее не признает, значит этот украинец нечист просто. Он работает на русских. Другого объяснения у меня просто нет. Ну как это? Объясните мне, вот я, может, чего-то не понимаю. Если юридически мы правы, все основания есть. Если у нас уничтожено 300 тысяч населения, мы сражались 20 лет, дали Украине время, и сейчас на Украину напал тот же, кто напал на нас, захватил ее землю, убивает ее людей, уже 8 лет это продолжается. И украинец говорит, нет, Чечня не имеет. Причем не простой, который не в теме, а который очень хорошо все знает и очень хорошо отзывается о чеченцах. Он говорит, нет, Чечня это не независимое государство. Кто он? Он пособник русских. Другого объяснения нет. И вот я ему говорю, как его зовут? Гордон, я говорю, ну скажите, что это значит? И он говорит, вы знаете, я очень уважаю чеченцев, очень люблю, он меня просто этим обезоружил. Я говорю, понятно, дайте мне документ один. Один документ дайте мне, где мы являемся частью России, чтобы я знал, мне это важно. Он говорит, знаете, чеченцы без меня разберутся. Я думаю, без Гордона разберутся. Говорит, так, я очень уважаю чеченцев, такие молодцы ребята, то все. Но я не стал там, его жена его за руку, она меня узнала, потому что я раньше очень нелестно отозвался о Гордоне, и она меня 100% узнала, и сразу же начала, она была такая немного взволнована и тянет его в сторону. Ну, а я как бы вежливо, как бы дипломатично пытался и поговорить. И вот так он мне не сказал этого. Ну, потом он, когда уже вернулся, как уже говорит, что вот там... Короче, он сказал, что все-таки не является Чечня независимым государством. Вот как-то он опять заулирован, я где-то у него слышал, все равно он вот настоял на своем. Ну, кто он после этого? Не потому, что он признает, Гордон признает Ичкерию, не признает, Ичкерии от этого ни холодно, ни жарко. Это должен сделать президент Зеленский или парламент, Рада должна это сделать. Сам факт того, что кто это человек, который влияет на умы. Чечня это индикатор, Ичкерия это индикатор. Я прошу всех СБУ, честных, порядочных офицеров, военных, ставьте вот Ичкерию индикатором.
Вам сейчас будут так красиво рассказывать. Вы поймете, что вы не патриоты, что вы не отдаете своей жизни за свою родину, так как эти большие патриоты. Вы подумайте, какой же ерундой я занимаюсь. Смотрите, какой настоящий это патриот. А это, оказывается, просто балабол обученный. Профессионально обученный балабол. Это мы все прошли, ребят. И вам это предстоит узнать. Вот такие вот дела. Так, Аслан, нам надо кое-как увидеть. Это уже было. Гордон наследие. Ассаламу алейкум. Александр, как часто при распрях почет достается удел негодяям? Абсолютно, Майк Парк. Ты пайки, Марк. Выдаешь истины. Асан, что думаешь про Пономарева? Какой-то он подозрительный, он тоже русский либерал-имперец или нет? Абсолютно я не верю ни одному русскому, который тем более находился в Государственной Думе. Не надо. Вы знаете, Вороненков у вас там был, беглый один депутат. Он, кстати, шел на встречу с Пономаренко, с этим Пономаревым, и был убит. И это как-то осталось так между делом. Никто, ну, может сказать, следствие было. Киллер был убит телохранителем. Ну и Вороненков тоже был убит. Муж Максаковой. И я не верю ни одному их слову. Ни одному, кто был в этой системе, верить нельзя. Да, может быть, там кто-то порядочный. Но это давайте мы решим после войны, после победы Украины. Вот так нужно относиться. Киселева, кто там у вас еще на Эхо Москвы раньше работал? Балабол там один есть у вас. Там на Эхо Москвы работал, лысый, забыл фамилию. Вот этого человека. Гоните всех их. Гоните. Никто не должен там у вас оставаться. Никто. Вот просто вы погибнете. Погибнем. Мы выиграли войну. Ребят, у нас не было той поддержки, которая есть у вас. У нас не было того оружия, которое есть у вас. Такого количества солдат у нас не было. Мы порвали эту российскую армию. Наши воины, наши солдаты порвали ее. Но мы проиграли вот этим операциям, которые я вас хочу предупредить. И вы идете по тем же стопам. У вас все, они как грибы вырастают, и вы ничего не делаете с ними. Как хотите их нужно закрывать, как хотите их нужно прекращать. В рамках закона, в рамках международного права и внутреннего законодательства. Но это нужно закрыть. Если вы этого не сделаете, в любой момент вы потеряете. Вы работаете на свою... Вы сейчас сражаетесь, гибнете. Военными я это говорю, патриотами я это говорю. Еще там есть военные, вы просто потеряете все, что вы сейчас делаете. Зря получится. Как у нас это все. Все потери, 300 тысяч убитых людей. Все было похерено просто агентурой. Кадыров, Ахмад вылез. Там, ну вот посмотрите, Ямадаевы братья, тоже военные. Вы их послушаете, вы поймете, что вы вообще не воин. Ой, братьев Ямадаевых. Что они самые лучшие, у них честь нации медали давали. Знаете, как Ямадаеву одному дали честь нации? Оман Си, высшая награда, выше нету у чеченцев, все, он честь нации. Ему дали за то, что он захватил стингеры. Русские везли стингеры, они их убили, напали, выяснили как-то это, захватили стингеры, и за это ему дали честь нации. Но там был один нюанс просто маленький. В этих стингерах или стрела, там, не знаю, вот этих русских, есть какие-то там капсулы, там, предохранители, которые мешают, без них это труба просто. А пока ты не начнешь стрелять, ты не знаешь, что это труба или нет. Так вот, эти стрелы оказались без этих капсул. Все. Достали, да, получил честь нации, там, то все, он же провел операцию. А потом это оказались сотрудниками военные, агенты российской разведки. Есть видео, в Ютубе есть видео, как он там говорит, стоит вот этот старший, потом кадыровцы его замочили по приказу Путина, как лишних, кто вякнуть посмел в сторону Путина и его людей, их ликвидировали. Он там говорит, вот мы сейчас закончится война, мы все соберемся, тот не мужчина, кто отступит,
Там, короче, такие слова. Кадыров Ахмад, послушайте, что говорит. Собрав чеченских бойцов, он выступает. Вы послушаете, вы заплачете. Если у вас есть немножко патриотизм в душе, вы заплачете от его слов. Вы чеченская нация, армия чеченской нации. Вы должны быть надежными, верными друг другу. Там такие слова, вот, которые он 100% не соблюдет, вот это все он говорит. Поэтому словам верить нельзя. Там такое лицемерие, такой обман просто 80-го уровня, который не снился. Мне лично даже не снился вот этот обман и коварство. Я даже не представлял, что такое возможно. Потом, когда я здесь, в Европе оказался, среди вот людей, которые представляют уже разбитую Ичкерию, там оказались агенты. Многогодовые, там, годами сидели ичкерийцы. Они оказались, мне предложили работать на русских против Украины. Я это сообщал у себя. Поэтому очень много работы, которую нужно сделать, украинцы. Очень много нужно. Я, конечно, против того, чтобы шпиономанией заболели, там, всех подозревали. Там Арестович говорит, что у украинцев это так расположено, шпиономания и так далее. Но я вообще эти беседы Арестовича как его, с Фейкиным и с другими не вел бы вообще бы. Нет толку от этого. Если Арестович хочет поговорить, он может с украинским журналистом на русском, чтобы русским было понятно, донести это. Можно по-русски это говорить. Не понимаю, для чего это делается. Очень не понимаю. Очень не понимаю. Ну, я не вижу от этого пользу. Поднимать Фейкина, делать каждый день Фейкину, как будто отчет делать. Да, лишнего там Арестович не говорит. Очень морально, мне кажется, он их уничтожает этим. Но можно это говорить не Фейкину, а украинскому какому-нибудь журналисту. В конце концов, мне он может это говорить. Это убьет еще больше русских фашистов, имперцев, КГБшников. Если это будет ичкерийцу, чеченцу об этом, а будем каждый день это обсуждать, говорить там и так далее. Если вредно носить, я имею в виду, фашистская Россия. Я не понимаю просто вот этих действий, которые... Мы это все проходили, я это все вижу, я вырос в этом, да, я с 17 лет, я знаю, что это такое. Я это каждый день вижу, изучаю, смотрю. Я, когда они сегодня делают шаг, я уже знаю, к чему они собираются идти. А сейчас еще больше. А еще есть более осведомленные, более посвященные в эти дела чеченцы. Тот же Хусейн Исханов. Очень посвященные, очень осведомленные. Есть еще другие, которые не на публике. Поэтому нужно очень аккуратно к этому всему подходить. Так, давайте почитаю еще комментарии. Ни Пономареву, никому верить нельзя. Аслан, знаешь, было бы прикольно, если бы ты, я и Салах Межиев сыграли бы в поле чудес. Ты принес бы банку Салах. Дела, дехас хумюка. Али, лее, отцел, дехас. Тануман квеллан хирука кудинянчо. Банка на своей дейрук. Видите, когда дейл, да. Богдан, ты так и оставим перцы, нацики, русисты. То и другое. Так, игла ПЗРК перенесен зенитно-ракетный комплекс. Ну да, игла это была. Так, Шульдамак. В Персии в древние времена взяточка снимали кожу, одевали его на крест, где он сидел, следующего чиновника. Садили на это кресло, но все напрасно. Я смотрю только Экспресса ТВ, немного Громадского ТВ и на YouTube-канале Бихус Инфо и некоторых других. Ага, очень интересно. Я как раз хотел спросить, что нам смотреть, что делать. Это очень важная информация, и я ее тоже буду распространять, друзья. Потому что я вот этот какой-то канал 24, там бред какой-то закачаю, смотрю, уже вся лента забита бредом.
никакой толковой информации, как будто не война, а просто какие-то там обсуждения там туда. И когда это говорит Евгений Киселев, ну елки-палки, на 40 миллионов украинцев не нашлось там, я не знаю, украинского ведущего. Надо русского посадить, который работал в этой пропагандистской системе России. Зачем? Зачем вы это делаете, украинцы? Какого-то там Медведчука списанного, уже негодного. То же самое, уже Кадыров раздувает. Это мыльный пузырь. Никто. Кадыров сдуется, мы не меняем, скажут русские, фельдмаршалов на рядовых. Все. Все, на этом все закончилось. У ичкерцев, мы будем слушать очень внимательно, потому что сейчас многие вспоминают слово Дудаева. Он был прав, и никто его не слушал. Не ичкерцев, а ичкерийцев тогда, наверное, будет правильно. Самое строгое наказание в древней Чечне было изгнание без права называться чеченцев, Шульдамаг. Это тоже можно применять. Я же за это и говорю. Я был в шоке, когда недавно это увидел. Лучше всего эспрессо и Портников. Да, Портников тоже молодец. Вообще, Портников, когда он говорит по-русски, я его всегда смотрю. Портников тоже. Надо тоже сообщить о нем. Я выложу некоторых людей, которым я доверяю. Это молодец. Аслан, слышал инфо про крейсер, пишут, что там, возможно, были ядерные ракеты, и они могут самоликвидироваться на дне Черного моря. Не слышал я, конечно, про ядерные ракеты, не знаю. Не знаю. Салам алейкум, привет из России, Миша Магмус. Ва алейкум ассалам. Единственный чеченец из СССР Алауди Устарханов в годы войны получил орден почетного легиона из рук генерала Деголя, а также мотоцикл. Да, Асколи. И этот чеченец из Ачуай-Мартана является моим двоюродным дедушкой или прадедушкой он у меня является. Киселев до сих пор называет наших ребят чеченские боевики. Да, Тойзен, абсолютно верно. Он называл, когда вел против Чечни, они вели войну, он называл это там чеченами, на НТВ, где он там вел, мог сказать чечены, мог сказать, там такой завуалированный пропагандон. Асан, стоит доверять АТР и Айдеру Муждабаю или нет? Они агенты ГРУ и ФСБ, секрет РУП. Я не знаю насчет АТР, Муждабаев из этой же системы. Он извинялся там, недавно я видел четкое извинение, первый раз я от него такое услышал, и я у себя на канале выложил это. Каждый решает сам, я не буду с этими руки иметь ничего общего. Да, была информация, что на Москве были ядерные боеголовки. Не знаю. Магомед Пешхой. Асланцу Аллах Алшвайло. Ваймасу Уэль Мухаммад. Дал Алш. Аллах Алш. Дал Алш Дуэлвай. Дал Лер Дуэлвай. Очень да. Так, Станислав Насвайко. Чего так к Портникову плохо отношусь? Репутация у него такая. Это уже другой разговор. Это личное его дело. Аслан, ты умный человек. Ты знаком с Кадыровым? Миша Магбус. Аслан, ты умный человек. Ты знаком с Висаитов? Висаитов это другой. Нет, я с Кадыровым лично не знаком, я с Кадыровым. Лично не знаком. Вот. Ну как, ты его по телевизору, по интернету его видел. Я что хотел спросить, правда, что чеченцам помогали саудиты? Я не знаю этой информации. Вероятно, может и помогали. Знаешь, там у нас вот это ваххабистское течение, там они любят в мире выискивать людей и им подбрасывать копейки. У них все по-другому в Саудии, а вот у других они хотят сделать и революции, и войны, там, и там не построить государство, чтобы не было. Это они любят. Саудия это та еще тирания, к большому сожалению, захваченная с нашими мусульманскими историческими Мекками, Мединой, Каабой и всеми этими местами управляют люди, которые убивают друг друга ради власти, которые убивают журналистов оппозиционных, расчленяют их и так далее, и так далее.
Поэтому ничего такого хорошего я не вижу в Саудии и в их действиях. Помогать, может, помогали. Хампашан Нурадилов, Борс герой. Когда наступит время, свободная Ичкерия, любимая Чечения, Бош? Да, молодые, оно наступило. Главное, оно вот здесь. Мы должны в это верить всей душой. И никто и ничто нас не может ни сбить с этого пути, ни изменить. Догмадилх только. Основа ваша для русского человека честь – это обуза. Цитата Достоевского. Традиции, конечно, были хорошие, но это кресло до того растолстело, что сесть на него было невозможно. Шуль давай. Да и ладно, вполне возможно. Ахчен, адельчане, уади, душ мой, Ассаламу алейкум, ассалам, Нью Горизонт. Нью Горизонт, ва алейкум ассалам. Приветствую тебя, друг дорогой. Так, друзья, мы уже почти 2 часа в эфире. Время, ну, еще полчаса мне покушать, там, то все. Гудков тоже подонок и имперец, или он изменился? Вот кто, отец и сын Гудковы, это из системы КГБ, и они умрут в этой системе КГБ. Поэтому верить ни в коем случае нельзя. Опять же, говорят очень правильные вещи, полезные вещи, но они хотят сместить Кадырова, Путина там, и встроиться в эту власть, как Ходорковский, как все остальные. Нас это не интересует. Нас вот, я сегодня смотрел Арестовича Соболь, с Любовь Соболь из Навальнятина. И они там обсуждают развал России, не развал России и так далее. И потом с другими, с Ходорковскими, там это Соболь разговаривает. И она говорит там, вот развал России, развал России. Мы должны понимать, и для них это кошмарный сон, развал России. Я не знаю почему. Это такой менталитет, это фашизм, чистой воды фашизм. Удерживать чужие территории, это самый большой кошмар. Если бы Путин сейчас быстро победил Украину, не было бы никаких проблем. Абсолютно никаких проблем не было бы. Все быстро бы сказали, хохлы успокоились, Крым не бутерброд, заткнулись быстро там и так далее, и так далее. И вы бы узнали бы, сколько вас ценят, и как бы вас по лесам, по горам, по болотам отыскивали бы и уничтожали бы. И эти либерасты, которые дипломированные националисты, по факту фашисты, и это симпатичная, скажем прямо, Любовь Соболь, это самые настоящие фашисты. И их задача сохранить Россию. И Гудковы, и Мутковы, и все, кто вот эти управляет, кого мы видим, их задача сохранить Россию в таком виде, в котором она есть. Наша задача, украинцев и чеченцев и грузин, задача уничтожить Россию. Только так мы выживем. И всех тех, кто находится внутри России, задача уничтожить Россию. Уничтожить это не значит сбросить на них атомную бомбу. Это значит, что дать им свободу, дать им разойтись. Эти все народы должны разойтись. И вот такие русские, которые хотят этой свободы, нам желают этой свободы, и себе они этой свободы желают. Да, они уходят в неизвестность. Их империя должна стать свободной республикой, какой является Украина или Ичкерия. Им придется много что пересмотреть, и они должны быть конкурентоспособны на своей территории. Да, потому что это не так просто. Империи быть намного легче. Силой, убийствами, понятно все. Уничтожаешь и идешь. А тут по-другому немного придется. Поэтому очень много предстоит делать, но верить им никому я не советую. Я лично не буду верить никому из них. Я, если доведется какие-то дела сделать, может быть, какие-нибудь дела сделаю, но были попытки контакта их со мной и этого Гудкова старшего, я их избежал просто. Я просто проигнорировал и отошел. Потому что мне это не нужно. Мне от них ни денег не нужно, ни власти не нужно, ничего от них не нужно. Потому что мы преследуем разные цели.
они за сохранение великой фашистской России, я за ее уничтожение, за ее реорганизацию, распуск, ликвидацию, все что угодно, несостоявшееся государство. Только так я вижу спасение для своего народа, для своей нации. Также я вижу спасение для грузин и для украинцев. И для казахов, настоящих, честных казахов. Но посмотрим, пока казахов сейчас не клюнет, они тоже сидят. То Назарбаев ушел, другой у них КГБшник пришел, тоже сидят. Но посмотрим, что будет. Так, сейчас я вперед, ваша русская, так, Шульдема, коррупция неистребима, к сожалению. Ее не истребить, возможно, ее всю нельзя, но ее можно свести до минимума. И я думаю, чеченцы смогли бы это сделать. Мы очень уважаем, мы очень защищаем, соблюдаем закон. Мы самый соблюдающий закон народ на земле. Вот 100% я могу это гарантировать. Вот нас представляют какие-то бандитами, разбойниками. Нет. Даже вот это общественное порицание, которое есть, вот из-за него мы даже соблюдаем очень сильно закон. Не говоря уже о каком-то уголовном преследовании, наказании и так далее, и так далее. Конечно, есть и нарушения, есть и все остальное, и состояние аффекта, и алкогольное опьянение, разные преступления совершаются. Но по большей части очень соблюдаем. И вот это порицание общественное, это очень такой сдерживающий в нашем обществе механизм. Основная позиция Навального грозится в адрес чеченцев, которые воюют на Украине. Говорят, они раньше кричали в горах Аллах, а теперь официально кричат в Украине. Да, я слышал, есть этот ублюдок Жданов и вообще вся эта навальнянская свора. Это враги чеченского народа. Такие же, как Путин, просто не у власти. Такие же, как Ходорковский, просто не у власти. Любой русский имперец, фашист, это враг такой же, как Путин. И, возможно, даже еще больше они нас уничтожали бы. Еще больше бы уничтожали. Поэтому обращать внимание, заигрывают с ним на Западе там, и так далее. Да, хотелось бы тоже найти язык, там, с ними говорить, но это бесполезно. Бесполезно с ними договариваться. С ними такие же ублюдки, как они, могут договариваться. Вот у которой есть, они там приглашают, есть одна ублюдина здесь, которая сдает чеченцев, собирает информацию, работает на русских, прослушивал наших воинов, партизан, издал, переводил, вернее, все то, что прослушивали. И сейчас эта ублюдина здесь ведет разную свою деятельность, и с ними там общается, там о нем говорят, там дурят чеченцам, мозги пудрит и так далее. Ну вот такие люди работают с ними. Нам с ними не по пути, ни со Ждановыми, ни с Навальными. Навального хотели бы убить, его бы убили бы. Тысячи чеченцев убили в тюрьме. Путин объявил войну просто, открыто напал на Украину. И не открыто нападал, 8 лет сражается против этой Украины. Он не может убить своего оппонента в тюрьме. Он не может там убийцу Немцова, который сейчас сидит в тюрьме, перевести в эту тюрьму и дать ему убить. И сказать, ну возьми еще 10 лет на себя. Заточкой ему в бок воткни. Это нельзя, что ли? Да бред! Вся ФСИН-система работает на Путина. Его люди там находятся. Убить Навального? Вы что нам рассказываете? Да, есть контроль, там Запад смотрит. Я не знаю, чей он, этот Навальный. Немцев он, англичан он или американцев. Я не знаю, чей он. Я знаю, что он враг чеченского народа. И украинского, и грузинского. Это я знаю 100%. И все, кто заигрывает, Соболь, при всей ее приятности, Жданов, кто там еще, какой-то Райнуддинов или Гайнуддинов, какой-то там татарин, по-моему. Это все из одного поля ягоды. Я это буду говорить прямо. Меня интересуют интересы, национальные интересы чеченского государства, права чеченского народа, которых нас лишили. Верните нам права, и тогда я закрою свой канал, и больше меня не услышите. Так, друзья, на этом я наш стрим заканчиваю, друзья.
Хочется еще почитать. Аду давлетуку алейкум ассалам, машволь. Все, друзья, на этом тогда я заканчиваю наш сегодняшний. На этом наш стрим заканчивается, друзья. Да, стрим я уже завершаю, уже почти 2 часа. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Распространяйте наши видео. Здесь говорят правду, какой бы горькой она ни была. Да, мула. Слава Украине, слава Ичкерии. Господи, благослови Америку. Все будет супер у нас. Да, мула. Смерть фашистской России. Всего самого хорошего. Адикюэль, ассаламу алейкум. Маш